100 до 250 тысяч долларов, в зависимости от масштаба предприятия. Да? В комплекс мероприятий входит наличие лабораторий сертификационной. Да? У нас до сих пор 8 лабораторий должны были быть построены. Казахстан 100 миллионов не дал обещанных преступлений. Есть 3 лаборатории, которые имеют аккредитацию в ЕЭК. Вы можете зайти на сайт ЕЭК, увидеть, да, какие это лаборатории. Но в то же время эти лаборатории могут не весь перечень товаров и агропромышленного сектора сертифицировать и проверять. Да? То есть получается, что сейчас на данный момент вообще нету на рынке вот этой системы сертификации. Как этот вопрос решила Украина, да? Сразу после событий 2014 года? Там произошло тоже не совсем правильная вещь, но правильная для зеленой экономики, но неправильная вообще в целом. Да? Там государство начало создавать сертификационные центры, которые без проведения комплекса мероприятий по сертификации стало выдавать сертификат украинским предприятиям ХАСК и ИСО. Украинские предприятия с этими сертификатами стали везти товар в Россию, и он формально подходил, да, под торговую РТС. И в Европу. В Европу тоже какая-то часть товаров прошла. И многие производители украинские как бы успели выстоять этот сложный момент. Но другое дело, что действительно сертификации не произошло. Но у нас в стране вот даже таких вот мероприятий не делается, понимаете? А как бы сейчас потенциал у нас с этой стороны очень высокий. При грамотном применении знаний в агропромышленности, да, получается, можно в несколько раз, примерно запас продуктивности, да, в 5 раз можно повысить в стране. Соответственно, как бы можно. Самый главный вопрос сейчас стоит логистика. У нас бы интенсивнее развивалась бы именно агропромышленный сектор, интенсивнее развивался бы, но у нас нету, во-первых, нам не достроили железную дорогу, да, то есть нечем возить. Дорого возить автомобильным транспортом, а авиационным тоже. Во-вторых, у нас нет проекта открытого неба, чтобы все-таки удешевить, да, авиатранспорт. Чтобы был хорошая авиационная логистика, чтобы была в Кыргызстане, нужен не один аэропорт у нас, да? А нужна сеть аэропортов в разных, в основных областных центрах. Но такую инфраструктуру никто не построит. Для этого в одностороннем порядке надо разрешить мировым компаниям залетать в наше пространство. Но наши торгуются до посинения. Да? Наше государство диктует иностранная компания, мы вам откроем небо, если вы нам откроете небо. А наши самолеты в черном списке. Да? И техническое состояние не подходит, чтобы мы диктовали эти правила. И они правы, это может быть в списке. Да? И техническое состояние не подходит, чтобы мы диктовали эти правила. И они правы, это может быть авиационный бизнес здесь, но это откроет, опять-таки, хаб, да, который позволит экспортировать какие-то эксклюзивные виды товаров зеленой экономики в разные точки мира. Это самое главное сегодня, авиация. Для такой страны, как наша, которая не имеет железных дорог, да, и отказалась от 2 успешных проектов. Также получается, как бы автомобили, не хватает еще групп, которые занимаются логистикой именно в плане того, что находят клиента для производителей продукции зеленой экономики, да, в Кыргызстане, за рубежом. Вот сейчас мы пытаемся это сделать, вот наша компания Global Technology Solutions, мы сейчас обучаем преподавателей, чтобы они обучали студентов логистике. Сейчас у нас будет скоро это мероприятие. Логистика не развита в стране, да, ее надо развивать, потому что кто обеспечит контакт, да, между покупателем в любой точке мира и производителем товара зеленой экономики здесь, в Кыргызстане. Такие люди есть, их немного, они хорошо зарабатывают, но их слишком мало, да, чтобы это дало эффект для страны. Вот поэтому как бы вопросы тут встают такие. 2 вопроса я поставил, да, 2 тезиса. Это первое, это сертификация продукции зеленой экономики, да, потому что внимание уделяется такое мизерное, да, что даже непонятно, как мы собираемся завтра торговать, да, вообще со всем миром. Весь мир сильно регулируется, зарегулирован. А мы, получается, не готовы. Хотя бы по знаниям должны были быть готовы. И второй вопрос я ставлю, это логистика, да, то есть это проект «Открытое небо», это логистические центры, не просто склад, да, с подъездными путями, а именно логистический центр в значении операционного центра, который способен какой угодно товар, который у нас здесь производит агропромышленный сектор,
доставить в любую точку мира, продать, найти покупателя в любой точке мира. Вот эти два вопроса я бы поставил. Спасибо. Да, очень интересный тезис, на самом деле, мы должны его конкретизировать. Потому что вопрос сертификации, например, наша организация очень давно говорит, буквально недавно сектор туризма обсуждал вопрос сертификации, разработки национальных стандартов. Да? Вам не слышно сзади? Слышно. Вопрос сертификации очень актуальный для того, чтобы вообще говорить о теме зеленой экономики, потому что если не соответствовать международным стандартам, то нужно как минимум работать здесь на национальном стандарте, чтобы их поддерживать. На прошлом мероприятии один из месседжей УАТа был о том, что надо привозить сюда туристов, чтобы они здесь покупали наши. Почему BioKG вы замечательная первая ласточка в сертификации, особенно органической продукции, такие нужно проверять. Спасибо, Искандер, вы эти вопросы, предметы вас тоже прям конкретно озвучила, потому что она как раз занимается вопросом сертификации. Понимаете, чтобы вообще понятие экономика работала, да, нужно осуществлять экспортные операции, да, по товарам, продуктам местного производства, да, агропромышленного сектора. Чтобы это была зеленая экономика, здесь есть два понятия, да, туризм и агропромышленный сектор. И вот в агропромышленном секторе, хотя разговор был еще в 93-м году, в 92-93 году, о том, что Крымской Республике надо внедрять международные стандарты, да, которые к тому времени уже были разработаны более как 17 лет, к сожалению, ни одна властная группировка, ни одна группа экспертов, да, либо кто-либо не занялся серьезно этим вопросом. И сегодня получается так, что в Кыргызстане до сих пор, да, всего лишь около 30 компаний имеют сертификаты ISO. Да? Около 7 или 8, 17 компаний, наверное, максимум имеет ХАСП. И около, получается, практически нет ни одной компании, которая имеет сертификат органик. Да? Есть, но вы понимаете, что сертификат органик это такая процедура, что не очень простая, да? Она даже жестче, чем предыдущие названные, да, программы сертификации. И получается, как бы есть компании, которые назвались органик, да, но ведь сертификат органика можно пробить по базе, да? Не очень много у нас компаний. И тут возникает вопрос, да, как мы собираемся развивать зеленую экономику, если мы не сможем продать наш товар ни в одну страну мира, потому что нет допуска. Во-первых, есть вот эти ХАСПы, есть вот эти ISO, да, есть стандарты, теперь уже, вообще у нас бомба готовится к 2017 году, это вступление в силу регламентов Таможенного союза, да, или сейчас Евразийского экономического союза. По регламентам достаточно жесткие требования выставлены к агропромышленной продукции. И по идее, если работать по закону, наше государство должно закрывать повально все сельхозпредприятия. Потому что они не подойдут под эти техрегламенты. Техрегламенты базируются на ХАСП, да? И достаточно сложные. Либо наше правительство должно игнорировать исполнение техрегламентов, либо оно должно их исполнить, и тогда оно должно уничтожить весь агропромышленный бизнес в стране. Да? Примерно это вот. А получается, как бы, скорее всего, я предсказываю, что мы будем игнорировать этот закон. Обязательно. Да? Потому что у нас в Кыргызстане так получается. Да? И, но в итоге, как бы, вы понимаете, да, что ну, чтобы развивать эту самую зеленую экономику, все эти регламенты надо выполнить. Ресурсов нет. А стандартная сертификация ISO или еще какая-то, она от 17 тысяч долларов, да, может